Питательная почва для коррупции у нас создана прежде всего в головах людей. Человек идет на такое часто из-за ненасытности, потому что для обычной нормальной жизни никому не нужны никакие миллионы. Но эти миллионы выводятся из государственного или другого чужого кармана, иногда просто из чувства исключительности. Мол, вот я могу то, чего другие не могут или боятся. Примерно с такими же намерениями некоторые люди в пресыщенных обществах идут и на сексуальные преступления, включая педофилию. Но нынешнее кыргызское общество никак не назовешь пресыщенным. И здесь подобные преступления можно объяснить лишь невежеством, необразованностью и дикостью некоторых наших братьев по разуму. Они как будто никогда не слышали о моральных ограничениях, не видели человеческих отношений, не думали об общественных приличиях. И виноваты в этом мы все вместе. Это мы не воспитываем, мы не досматриваем, мы не доучиваем кого-то. О насилии против детей Ислам Дованаев. Согласно исследованиям ЮНИСЕФ за 2014 год, в Кыргызстане каждый второй ребенок подвергается психологическому и физическому насилию в семье. К этой тревожной статистике стоит добавить и сексуальное насилие над детьми. Случаи с сексуальными надругательствами над несовершеннолетними уже не раз потрясали кыргызстанцев своей жестокостью. И последний из них вызвал резонанс не только в обществе, но и в руководстве страны. Он сам не дышит, дышит аппарат за него. Двухлетний мальчик, попавший в реанимацию Бишкекской детской больницы в состоянии комы в начале недели, стал еще одной ужасной иллюстрацией того, насколько деградированы сегодня моральные устои и семейные ценности в обществе. То неадекватное восприятие реальности некоторыми взрослыми людьми порой выливается в подобную агрессию по отношению к таким беззащитным созданиям, как дети. Пока он находится в коме, дышит на аппарате искусственной вентиляции легких. Получает весь комплекс лечения, направленный на восстановление функций головного мозга, на восстановление дыхания, поддерживается постоянно сердечная деятельность. В общем, классическое лечение комы. Многочисленные синяки и ссадины, которыми было покрыто все тело малыша, указывали на то, что его подвергали систематическим избиениям. На что ближайшие родственники ребенка, родные дядя и тетя, у которых он находился, заявили о том, что он якобы упал с лестницы. Эту версию врачи сразу сочли несостоятельной. Впрочем, медики были шокированы другим обстоятельством, которое вскоре потрясло всех неравнодушных граждан. Обратили внимание, у нее есть разной степени, в разное время полученные гематомы, разные ссадины, одни заживающие, одни свежие. Но самое, что мы тревогу забили, у него вокруг анального отверстия были надрывы, несколько надрывов, и слизистой прямой кишки надрывы, и задний проход там зияет. То есть такие признаки, что это, было подвергался какому-то насилию. Я не знаю, кто, как это. Им оказался, как выяснилось, родной дядя мальчика. Он был задержан милицией, как вскоре и его жена, давшая частично признательные показания об избиениях этого ребенка. Правоохранители нашли и мать малыша, которая рассказала о том, что после развода с мужем оставила ему сына, а сама отправилась на заработки в Россию. Непутевый же папа передал свое чадо брату. Последний уже водворен на 2 месяца в СИЗО, где этого насильника ожидает теплый прием. Сложность заключается в том, что насилие совершается самыми близкими родственниками, которые скрывают эти происшествия. Сейчас мы должны в нашем составе обсудить, что мы будем делать в этом направлении. Данное экстренное совещание Кабинета министров в конце недели опять-таки состоялось после реакции президента Алмазбека Атамбаева на резонансный случай с 2-летним мальчиком. Глава государства поручил правительству незамедлительно разработать скоординированные меры по пресечению фактов жестокого обращения с детьми. Как и ожидалось, основным лейтмотивом встречи министров стало ужесточение наказания и меры в отношении насильников малолетних детей. Я же вопрос остро поднимал. За последние 2 года, когда и будучи начальником города, увеличение штатной единицы по делам несовершеннолетних.
Вот, на сегодняшний день, с октября месяца по сегодняшний день 121 единицы мы увеличили по республике, но еще не хватает. Впрочем, не остались в стороне и правозащитники. Они потребовали срочно создать детский телефон доверия. Но подобное уже существует в Институте омбудсмена среди детских домов и интернатов. На открытии же отдельной горячей линии для детей, подвергающихся насилию в семье, у Минфина нет средств. А наиболее активным правозащитникам удается самостоятельно привлекать деньги у международных организаций и городских мэрий на открытие центров по защите таких детей без помощи государства. Необходимо практически в каждом районе Кыргызской республики создать центр помощи по защите детей от насилия и жестокого обращения. Мы уже в течение 4 лет опробировали эту прекрасную модель, уже доказали о том, что только благодаря вот этим центрам можно провести огромную профилактическую работу, как в семье, так и в школе. Можно оказывать конкретные услуги уже пострадавшим от насилия и жестокого обращения. И самое главное, я думаю, что можно привлечь к ответственности тех, кто уже совершил насилие в отношении детей. Как и ожидалось, самую жаркую дискуссию ужасающий случай с избитым и изнасилованным мальчиком вызвал в интернете. В соцсетях же инициаторы даже стали собирать подписи за введение химической кастрации или смертной казни за сексуальные надругательства над детьми. Соответствующую петицию интернет-пользователи намерены направить на имя президента Евджукур Кукинеш. Если поступит вот такое, независимо сколько подписало, поступит такое обращение, такая петиция в парламенте, она станет предметом обсуждения, и юристы, специалисты, эксперты, я думаю, будет такое обсуждение и будет принято решение, которое, я думаю, должно быть было принято чуть раньше. Вместе с тем парламентарий отмечает, что химкастрация не решение этой проблемы. Помимо того, что насильникам нужны будут дорогостоящие лекарства за счет государства, так еще и по оценкам психологов, такая мера будет лишь ужесточать человека, способного не только насиловать, но и убивать детей. А смертная казнь, как известно, у нас отменена. Впрочем, сама реакция общества нашла отклик у представителей ЮНИСЕФ, которые горячо поддерживают неравнодушие граждан к таким случаям. Если привести пример из моей родной страны Японии, то в местных СМИ также освещаются случаи насилия над детьми. Почему эти случаи стали достоянием общественности? Это происходит из-за того, что люди учатся распознавать насилие и сообщать об этом. Я надеюсь, что в Кыргызстане это станет тоже постоянно практиковаться, что насилие не будет замалчиваться, о нем будут докладывать и сообщать. Таким образом, можно будет предотвратить насилие и не доводить до серьезных последствий. Не зря говорят о том, что семья является государством в государстве, и в нем могут быть свои законы и правила, жертвами которых зачастую становятся дети. Находясь в пределах своего дома, ребенку довольно сложно вынести за его пределы и рассказать о том, как взрослый вымещает на них всю свою злобу. И здесь только наша нравственная культура должна стать заслоном против насилия над цветами нашей жизни. Ислам Дуванаев, Канабек Иманалиев, НТС. Итоги недели.